Саламатсыздар ма қауым, саламатсыздар ма әріптестер. Ең басты біздің осы ұлттық ғылыми практикалық орталығымыз ғалымдарды қолдауда, арнайы педагогика және инклюзивті білім беру саласына қосқан үлесіңізді бәріміз білеміз. Я хочу сказать, что в центре очень удачно вообще сама идея интеграции теории и практики, науки и практики была реализована. То есть все большие какие-то изменения, которые произошли за годы независимости в области специального образования, они так или иначе связаны с деятельностью центра. С 2016 года впервые в нашей стране был осуществлен государственный заказ на учебники и учебную литературу для категории детей с ограниченными возможностями. Как вы знаете, в учебниках специальных нуждаются не все категории детей с ограниченными возможностями. Нуждаются в них преимущественно 4 категории. Да? Это первое – незрячие дети, поскольку они учатся шрифтом Брайля. Читают и пишут шрифтом Брайля. Вторая категория – это дети слабовидящие, поскольку для них учебные пособия, учебники должны быть изданы укрупненным шрифтом. Третья категория – это дети с нарушениями интеллекта, поскольку они учатся по специальным программам, и, соответственно, учебники для них тоже должны быть в соответствии разработаны со специальными программами, оригинальные учебники, они не дублируют содержание общеобразовательных программ. И третья категория выборочная – это дети с нарушениями слуха. Это не по всем предметам, по некоторым предметам, например, развитие речи или обучение грамоте, поскольку у них грамматический строй речи несколько отличается от, скажем так, от нормотипичных детей. То есть вначале они употребляют подлежащие, потом сказуемые, потом другие члены предложения. И в этом случае с 2016 года, еще раз повторяю, Министерство образования и науки впервые осуществило государственный заказ. Всю работу по разработке тех спецификаций, расчетов, государственному заказу этих учебников взял на себя Национальный научно-практический центр. Он тогда назывался коррекционной педагогики, сейчас развитие специального инклюзивного образования. Уже за этот период разработана вся линейка, то есть за последние несколько лет разработана вся линейка учебников для детей с нарушениями интеллекта, то есть с 1 по 10 класс включительно, и практически все учебники по основным дисциплинам для детей с нарушениями зрения шрифтом Брайля.